Говори. Что говори? Все стоят, ждут бульбашей, но бульбашей нет, и веселья нет, и непонятно, насколько затянется вся эта ботва вообще. Блядь, педалово какой-то.
суровые лица мятежных рабочих. Левые, правые, центр. Зла не помогут найти эпицентр. Долго терпели мандатское братство. Дрожали, смотрели на царское блядство. Вырос дракон, 15 голов, сжирает покорных овец и коров. Империя имени Франкенштейна, канцлер против законов Эйнштейна. Протянем соседям руку дружбы, но Рим IV нам нахуй не нужен.
ждет новый час. Твои мысли белые, я однажды не проснулся от того, что я висел в Африке на твоих руках. Твои слезы в моих глазах, Африка. Что-то я надел, кто-то был неправ, я не помню сын африканских трав. Твои мысли белые, я однажды не проснулся от того, что я висел. Африка на твоих руках, твое солнце в моих глазах, Африка. Что-то я надел, кто-то был неправ, я не плаваю сын африканских трав. Я танцую
нужно...
Дякую, Сергей. Спасибо. Это парень Владимир Сергеев по кличке Краб. Несмотря на его дерзкую, я бы даже сказал, молодежно-вульгарную надпись и совершенно безумный рисунок на майке, это очень спокойный и умиротворенный человек. Как и все участники нашего могучего отряда музыкального сопротивления имени Оби-Ван Кеноби. Пан Владислав Сергеевич по кличке Краб, Солотру, парень, выступающий в другой весовой категории, но по скорости, я думаю, что даже Краб с ним не сравнится. Это могучий, как бритва, вечно наготове человек, резарь по кличке Ципуля, Василий Ципуля. Этого человека, например, милицейским сводкам поселка городского типа Лёзного знали как Дыня. Именно с этой кличкой он вошел в наш шоу. Благодаря химическим и совершенно мне непонятным алхимическим манипуляциям превратился в настоящий прекрасный кабачок, умный баклажан, кому что больше нравится. Вот. Сдулся физически, но надулся морально и духовно. Его друг, мистер Ритма, человек, под которого подстраивается график движения всего общественного транспорта города-героя Минска, человек, по которому сравнивают бой и сверяют Биг Бена в Лондоне, мистер Шуроп. Есть барабанщики в зале? Есть? Нету? Ну тогда назовем его мистер Кардан. Пусть разгадывает это. Кроссворд. Пан Руслан Симальчук держит гитару, как рыба, пулемет через плечо. Многие загоняются по различным убеждениям. Мы не против, для кого-то ЗОЖ, для кого-то СОЖ, как в нашем случае. Свободный образ жизни. Среди нас сидят разные ребята. Кто-то повернут на спорте, кто-то пьет, кто-то с собой возит какие-то непонятные таблетки, после которых смеется. Мы, да, мы ничего не пропагандируем, но ничего не запрещаем. В общем-то, этим наш славный коллектив и нравится молодым ребятам. Мы никому ничего не пытаемся впихнуть в мозг. Он покурит, пьет, а скачет как молоденький. Это Паша Володьков, мой соратник. С поэтического района под названием Дрожжевка. Здесь ходит маленький мальчик в красной шапке с очень угрожающим видом, как и положено любому тавгаю. Это Димася BMX, человек всевозможных достоин. Димася, покажи, как ты похож на персонажа мультика «Тайна третьей планеты». Покажи, что ты громозека, видите. Освещает нам путь. Танк вырвал себе сердце, а Димася достал из печени батарейки и освещает нам путь. Есть человек, которого он очень боится, он там в темноте, могучий кандидат в мастера спорта по дзюдо, Андрей Бобровко-старший! Наш звукорежиссер, меломан, человек энциклопедических знаний. Вот мы его все время прячем в тени, потому что он самый красивый, и если он выйдет здесь на сцену, то у нас никаких шансов продолжить общение с кем-нибудь после «Захожу за рамки дозволенного». Извините, Павел. Меня зовут Михалов, группа «Ляпис Трубецкой», город Кабардинск. Мы уже второй раз в нашем городе. Я думаю, что внимательные ребята разглядели, что несмотря на свое дикое поведение, на все эти портаки, на все эти неуместные татуировки, нелепые шорты, дикие гримасы, и понт, дерзость, в общем-то, борзость, этот эстрадно-рок-н-ролльный пафос на райдеры и ватные одеяла на свежевыжатую кабачковую икру в гримерках, вот, леопардовые манто и стринги. Владик, покажи свои новые леопардовые стринги. Несмотря на все это, мы остаемся простыми, интеллигентными, некоторые даже воспитанные и образованные ребятами, лишенные самого главного пафоса, дружбы, любви и гармонии. Спасибо, дорогие ребята! По телевизору и по радио сейчас говорят очень много херни. Когда мы путешествуем по всему бывшему Советскому Союзу, диву даемся.
об одном и том же событии пишут люди, как будто они живут на разных планетах. Нас хотят разделить, и чтобы мы думали, что где-то живут фашисты, кто-то кого-то не любит, где-то живут какие-то гомосеки, которые ходят стаями и хотят всех изнасиловать, причем очень жестко, с элементами садомии. Ну, почему с элементами? Короче, мы в это во все не верим. Все хотят жить дружно, простые люди, в общем-то, готовы протянуть друг другу мир. И поверьте, мне очень сложно понять людей, которые, с одной стороны, борются с мировым империализмом, а с другой стороны, выступают за возрождение СССР. Поверьте, когда у человека в голове такая каша, то он готов схватить топор и порубить любого человека на части, несмотря на его убеждения. Мне кажется, сомнения — вот что главное в человеке, вот что делает его по-настоящему сильным и смелым. А люди, которые за своими убеждениями прячут страх и невозможность каждый день найти что-то новое, это очень плохо. Мы белорусы, но мы очень любим вас. И мы любим простых украинцев, мы любим простых поляков, простых литовцев, простых казахцев. Мы ненавидим кого? Мы ненавидим тех, кто у верхушки. Эти суки все время говорят про таких, как мы и вы, что мы раскачиваем лодку. Друзья, мы ее раскачиваем, потому что мы хотим в нее попасть. Дайте нам покататься на этой блядской лодке, и мы не будем ее качать. Спасибо. А так уже воды по горло. Мы оставим эту политический трёп для любителей интернет-боев. Вы сами все прекрасно понимаете. Поменьше слушайте радио, не читайте газеты и, конечно же, не смотрите телевизор. И тогда знание в вас вольется с весенним дождиком, которого мы дождемся. Ну а сейчас, конечно же, очищающая молитва от лидера нашей секты пасхальных розенкрейцеров, от Юзика Келевича, который намеревался на лыжах приехать в ваш славный город и своим присутствием наше богоугодное мероприятие превратить в настоящий патриархальный и небесный праздник. Но, к сожалению, в Орше работники милиции опять упрятали его в наркологический диспансер за злоупотребление, как вы понимаете. И поэтому сегодня его вирши, его эманации вместе с нами будут помогать приобретать некий ангелоподобный статус. Встать, когда будет прочтена молитва, попрошу, ребята. Тарелки, как грома раскаты, басуха, как смех Посейдона. Мы заводские ребята, но мы соберем стадионы. Пускай планета танцует под наши железные трубы. Пускай нас фортуна целует, горячие, алые губы. Лепит крём! Образ
Запомните, границы, они не на географических картах, они не на глобусе, нигде, а границы у нас в голове. И поверьте, нам и так хватает из-за чего ссориться, ругаться с самыми близкими людьми, поэтому плюньте на все на это. Давайте жить мирно, всем мерч, да поможет вам священный Динокор. Спасибо! очень рад, потому что сегодня пришло очень много друзей, которые остались довольны. И, конечно же, мы довольны и приветствуем тех людей, которые пришли, которым все это не понравилось, будут очень недовольны. Спасибо. До свидания. Спасибо, друзья.
Сегодня мы побывали на тренировке прекрасных ребят, баскетболистов, не знаю, здесь ли они сегодня, пустили ли их сегодня. Мы видели, какие молодцы, веселые, смешные пацаны через дорогу здесь тренируются. Вот, мы с ними сфотографировались, хотели поиграть в баскетбол, но поняли, что не угонимся, и к концерту, в общем, будем все лежать на больничных койках с переломанными конечностями. Поэтому мы приветствуем, друзья, что здесь много молодых и дерзких, очень классно все. И несмотря на наш многими замеченный европейский такой литвинско-националистический пафос, на самом деле Паша из Оренбурга. Я долгое время жил в Алтайском крае, за полярным кругом в городе Каиркане. Может, кто-то знает Дудинку или Норильск, там тоже холодно и тоже полярная ночь. В общем, я все прекрасно знаю. Поэтому давайте жить мирно, давайте дружить и давайте не поддаваться этой вульгарной постсовдеповской панике. Все будет хорошо. Спасибо, друзья! Спасибо. Ну, лозунг я могу прочесть, который подытожит все наше сегодняшнее мероприятие. Вперед к нашим вершинам. Вот так написано, по-моему, там у вас. И будем же это как молитву говорить каждое утро. Не доброе утро, а вперед к новым вершинам. И должны не забывать, с какого дна мы все вымерли. Спасибо.